Ассаламу алейкум. Витаю всех. Аят Машвовой. Валикум салам, маршал Дели Масага. А, Тагана. Сегодня у нас стрим, очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 156-й. Сегодня 13 сентября 2025 года, 19 часов 19 минут по центральноевропейскому времени и 20 часов 19 минут по городу Джахару. Сегодняшний наш стрим называется «Мир на грани мировой войны» и вторая тема «Чеченский взгляд». Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. И с нами постоянный наш соведущий Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И, Аят, я передаю вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, сейчас ситуация такая тяжелая в мире. В каком смысле? В смысле того, что сейчас одни вот эти демократические государства между собой не находят какой-то консенсус, как говорил Горбачев, а другие авторитарные государства, они как бы объявились. И под Китай сегодня там ведут работу. В ШОС они встретились, там они разрабатывали разные мероприятия, говорили, никакой документ не принимали, но туда они зазвали очень много стран, лидеров разных стран, азиатских стран, вплоть до того, что назвали азербайджанцев, армян там и других вот руководителей, я имею в виду. Ну и азиатские страны тоже были, правда, с Ирана не было, как я понимаю. Ну и что там было, о чем они говорили, что у них и как. Когда прошло какое-то время, вот аналитики американские, европейские, ну и российские, здесь наши тоже раздумывают, что же здесь произошло. Конечно, оказывается, положение оказалось, что вот и Индия такая вот как бы хорошая страна, которая все время была вот под лоном, скажем, американского, английского, бывшего там, значит, объединения, она даже переметнулась, хотя там она с ними, с китайцем не очень-то и дружит. Вот что происходит. И теперь, как мы и заметили, оказывается, что это вот объединение, хотя там не было никакого военно-политического якобы заключения договора, но зато они без всяких документов, без ничего, тихо и сапой делают то, что делает, к примеру, НАТО. Они даже быстрее делают, чем НАТО. НАТО должен там 4-ю статью, 5-ю статью рассмотреть, собраться, и какая-то там, допустим, страна, ну та же Венгрия или Словакия, могут проголосовать против, раз, и те заблокируют решение, еще они будут полгода, вернее, полмесяца или месяц снова обсуждать и сидеть. В общем, такая ситуация складывается, а Си Цзиньпин, он здесь вот формирует группу, которая, значит, сегодня говорит, вот мы постоянно люди, мы не меняемся, мы вам можем дать гарантию, давайте идите все, объединяемся с нами, и африканцы, и азиаты, а эти демократы, и этот Трамп, видите, вас там втянул, вам санкции, этим санкции, все это, что это такое, давайте будем крутиться под нашу, как говорят, общую линию, которая нам полезна. Ну, чтобы там они не говорили, главное действующие лица – это Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Естественно, получается и другие страны, которые являются объектами влияния для Китая сильно. Выясняется, если это сейчас вот говорить по разным данным, оказывается, вот все, что там было, почему Россия так держится,
Они через свой теневой флот продавали нефть и продавали главным образом даже 60, чуть ли не 60% этой продажи они осуществляли через Балтийское море. Как это могло случиться? Что это такое? Задумываются, говорят. Вот сейчас об этом задумались и в Вашингтоне, и в Европе, об этом все поднимают эти вопросы и говорят, что же делать, вот как нам сейчас разобраться, почему и как. Трамп говорит, да, вот я слушал, они, оказывается, вот так вот делают, но я думаю, что это нехорошо, я очень недоволен, я это, мол, это не поддерживаю. Вот такие вещи говорит, уже 8 месяцев прошло, а Трамп все это говорит. Ну, к чему мы можем прийти, вот это и другие говорят. В основном, что пытается сделать Трамп. Как мы понимаем, в свое время этот прежний президент Байден, они помогали прям оружием, действовали против России через Украину и пытались решить эти вопросы. Но это, как мы, что случилось, мы знаем, видим, что ситуация не такая уж сегодня хорошая, но в то же время вот украинский народ, его вооруженные силы бьются и не дают никакой надежды России. А откуда брать России надежды, когда вот эти экономические специалисты, профессора, академики садятся, рассказывают нам, что вот такая, мол, ситуация, вот так, у России скоро ни копейки не останется, они должны уже весь этот пенсионный фонд или все основные средства, которые в банках лежат у населения, забрать и все такое. А на самом деле, оказывается, Россия, если это верить этому, все, что у него есть, даже те средства, которые у него есть, оказывается, они протянули линию еще, кроме этого, Казахстан. Там, значит, через Балтийское море запускает продажу своей нефти там и других ресурсов. А как? Оказывается, они посылают свою нефть, а в то же время они же могут эту нефть посылать и через эти, наверное, врата посылать могут нефть и российскую. Казахстан и Россия, они близкие по своему, так сказать, приближению. А Китай с Казахстаном тоже хорошие отношения. И дальше там, что дальше происходит? Оказывается, тоже, оказывается, мы это знали, но мне казалось, что они эти санкции наложили на металлургию, на сельское хозяйство, на удобрение. И это все, вот обвинение идет в адрес Европейского Союза, все это закупает эти европейские страны. Представляете себе? Ну, нефть-то идет, может, и газ через это Балтийское море, идут и через эти, скажем, корабли, которые там скрыты, которые они что-то не показывают, то есть тайная транспортировка нефти, они продают, покупают. То есть ситуация, как бы там ни говорили, санкции какие бы ни ставили, это все санкции делали какую-то проблему для России. Но они были Да. настолько прочные, настолько, значит, скажем, опасно для России. Нет, наоборот, они говорят, теперь вот встретили ШОС, и там доказываются, договариваются, что давайте работать на основе китайской валюты юань, и мы будем действовать, и мы будем развиваться, давайте, мол, переходить сюда. Но это пока что, то, что они говорят, они могут где-то какой-то там район мира вот так вот под этот юань затащить. Но затащив этот район мира, скажем, эти страны, о которых мы сейчас говорили, конечно, получается, что эти страны, если они перейдут на эту валюту, они, оказывается, будут в экономическом плане тоже под Китаем. И Путин тоже на это надеется. И Путин тоже считает, что ему здесь ситуация складывается, ему какая разница теперь,
потому что он никак не реагирует на те, скажем, реверансы, которые ему делает Трамп. А у Трампа задача какая? Вот мы можем... У Трампа задача блокировать Россию, чтобы он ничего не мог получать санкциями или какими-то другими способами, блокировать, чтобы Россия не могла продавать свои нефть, газ и другие, скажем, ресурсы и не могла воевать. Вот это смогли добиться, Америка смогла этого добиться? Похоже, что нет. Сейчас этот вопрос стоит таким образом, что Китай и это, они до сих пор говорили, если вы помните, говорили, нет, мы не поддержим, не надо на нас договаривать. Вот такие разговоры были со стороны Китая в свое время. Теперь они открыто открылись, они просто открылись и сказали, что вот мы будем вот так и вот так и вот так. Хотя никакого договора, собственно, нет, ни военного, ни экономического, скажем, другие, но они будут как бы вместе действовать. А это они быстро решают. У них же сидит во главе, скажем, председатель, он команду дал, все, сидит во главе Путин, команду дал, все, значит, по стойке смирно. В общем, вот такая ситуация. И тогда создается впечатление, что же делать демократическим странам? Как быть вот против этого? Почему дошло до такого состояния? Ну, скорее всего, дошло потому, что все же система демократии, она не так, скажем, в своем как бы, развитии пришла к тому, чтобы можно было срочно принимать решения. Каждое принимая решение должно учитываться по тем или иным, скажем, законам. Так? Американцы это понимают, и сейчас вопрос там стоит очень острый внутри. И более того, эти страны, этот и Путин, и Си, и другие, они как-то сейчас ликуют. Они вот связаны с тем, что Трампа, значит, как это, накинулись на него, как собаки накинулись, и со всех сторон медведя, значит, дергают. Он не знает, как с ними быть. То есть ему навешивают вот это обвинение, связанное с Эпштейном. Знаете, о чем идет речь? И вот здесь идет там, и притом вот сейчас, буквально вот где-то в сентябре, 27 сентября, будут выборы в Конгресс, короче, в парламент. То есть и парламент, если демократы победят, то они могут, в принципе, блокировать решения, которые будет принимать господин президент. Вот такая ситуация складывается на данный момент. И это говорит о том, что эти диктаторские режимы сегодня, значит, как-то поднялись и открыто действуют, и говорят, что вот эти демократические устройства государств, оно неэффективно, оно не нужно, оно не может делать. Вот посмотрите, они какие развращенные, какие они, значит, морально опустошенные. И все это говорят они про демократическое устройство государства. В то же время мы знаем, что демократическое устройство государств – это государства, в которых через определенное время народ должен выбирать власть. Там, через 5 лет, через 4 года, как в Америке. То есть народ избирает себе власть. Но есть в демократических вот этих, скажем, принципах, здесь как бы если рассматривать его с точки зрения полной свободы, слово полной, значит, возможности там меньшинства, другие моменты позволять, то в конечном итоге мы замечаем, что где-то какой-то перегиб идет. А раз этот перегиб где-то идет, значит, видимо, здесь надо как-то рассматриваться, где-то идет перегиб, а где-то нет этого догиба, как говорится. То есть это международное право существует не для таких стран, как, скажем, Грузия, Армения, Чеченская республика, Ичкерия, или той территории, которых небольшая и численность населения мало. Вот они их тоже с ними считаются, не поддерживают их, и через эти демократические страны ведут разговоры, что вот надо по большому счету решить все, а там потом будем. Я сам был свидетелем того, как я был в Америке, и там говорил об этих вещах.
И они мне говорили: да нет, не надо, не беспокойтесь, скоро Россия будет демократической, мы вам вот говорим, верьте нам, и потом мы и вопросы скажем вашей республики в этом отношении, чтобы было все, мол, решено. Как это решилось, мы видим, уже 20 лет с тех пор прошло, оно все больше и больше, как бы, значит, вздыбилось, начинает уже как бы с горки глядеть, атакует в сторону, значит, демократии, в сторону свободы слова, свободы личности. Видимо, произойдет какая-то трансформация, все же должна произойти, чтобы мы могли здесь понять, как действовать дальше. Вот. Если не будет этой трансформации, даже в самой демократической системе управления, то здесь должно быть так. Если, допустим, вот Россия напала на Чеченскую республику Ичкерия с 1991 года, незаконно захватила ее территорию, и еще на протяжении 10 и более лет, значит, 5 раз на нас нападала, треть населения убила, так, разрушила все города, все села, уничтожила. Теперь она это все якобы восстанавливает, но уже для себя. Вот что происходит. Если и в то время, если бы тогда демократические страны нам помогли бы и дали возможность, чтобы могли отбиться и сказали бы России, что так делать нельзя, тогда бы сегодня не было ни Грузии, ни Украины, ни продолжения войны в самой, скажем, Украине и дальше. Мы так считаем, и это наше мнение, мое мнение личное, что нужно эти вопросы, если она есть, это демократия, то она должна, значит, относиться к каждой стране, которая эти принципы принимает. Если есть там какие-то другие вопросы, которые не учтены, или которые там большие страны считают, что надо так или иначе делать, так, если эти страны, в принципе, идут по пути, скажем, решения проблемы и находятся на принципе демократы, свободы избирания, скажем, свободы избирания власти и других принципов, значит, на основе правовой основы, так, то тогда надо здесь не ожидать, не требовать, с моей точки зрения, я говорю, не требовать от этих стран и народов, чтобы они моментально превратились в самых там демократических или высших там либеральных стран. Надо действовать, не надо, значит, это затыкать из-за того, что они там где-то что-то не сделали или что-то они не могут в силу своего, скажем, характера, в силу своей, ну, скажем, национальной черты, что-то там такое делать, на них не надо сажать и не надо их сдавать. Вот таким образом, мне кажется, должно быть. А эти страны, которые мы видим эти империалистические, скажем, страны диктатуры, которые прячут даже то, что они делают, они прогибают народы, которые в их странах находятся, я имею в виду в России, в Китае или в других, они малочисленные народы прямо уничтожают, доводят до такого состояния, мы знаем. И эти страны ведут себя, как будто у них все нормально, они все это скрывают, а западные страны, они скрыть не могут, потому что они открыто, у них информация открыта, они должны это говорить, они это провозглашают везде, что у них все хорошо. И если кто-то там что-то сказал, допустим, Запад, этих диктаций режима, посмотрите, как это в России. Если где-то там он по интернету где-то что-то сказал, 8-10 там, а то и более лет в тюрьму, а то могут расстрелять и убить, где угодно что. Вот такая ситуация складывается. Видимо, то, что сейчас происходит, это есть то, что можно назвать где-то, которые недоработки в той системе, которая была принята после Второй мировой войны в современном международном праве. Его недоработки сегодня нам боком вылазят. Вот что я хочу сказать, Аслан. Да, дальше посмотрим. Если есть вопросы, будем говорить, отвечать. Спасибо, Аят. Я бы хотел дать небольшую справку. Вот вы только что упомянули о том, что Трамп сказал, что он ведет санкции.
Да. если Запад, Европа, точнее, перестанет закупать у России. Так вот, я спросил тут у искусственного интеллекта, и знаете, за буквально м, за прошедший июль месяц 2025 года ЕС заплатили России 1,1 миллиард 100 миллионов евро за ископаемые топлива. А так вообще закупка идет обогащенного урана, минимальный объем алмазов, правда, древесины. Упало все, ну, где-то на 50% что-то упало. Вот я тут смотрю. Удобрения России. Россия остается крупнейшим поставщиком удобрения в Европу. 25% в первом квартале 2025 года снизилось с 28 с 2021 года, то есть на 3% всего снизилось. Металлы. Импорт первичного алюминия запрещен с февраля 2025 года, но обработанный алюминий и сталь все еще поступает в ограниченных объемах. Доля стали упала на 10%. Европу, да? В Европу. Россия ключевой поставщик железа и стали, но объемы сократились. Также уран практически не сократился, продолжается поступать в Венгрию, Словакию, Болгарию, используют российский обогащенный уран. Также Турция закупает природный газ, ну, например, ЕС закупает 17-18% газа, все еще из России, против 48%. То есть чуть более в 2 раза упало, где-то на 60-55% упало, но все равно с 2021 года все равно 17-18% природного газа ЕС закупает. Далее закупки через трубопровод Туркстрим в Турцию, затем в ЕС. Ну, как бы уже не у России, а у Турции, которая у России закупает. Сжиженный газ. В июле 2025 года 5 крупнейших импортеров – Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Венгрия – заплатили 1 миллиард 100 миллионов евро. Доля ЛНГ, вот этой компании по жиженному газу, закупаемому из России, 19% от общего импорта ЕС. Общий импорт газа, как я говорю, в 2024 был 21,9 миллиардов евро, сейчас снижен на 1% по объему, но рост сжиженного газа на 9%. Также нефтепродукты закупаются, импорт сырой нефти, продуктов, дизель, бензин. Сама нефть не так сильно закупается, но вот дизель и бензин переработаны уже, это закупается. Но они, опять же, тоже сокращаются. И через трубопроводы и разные исключения. Исключение является Венгрия и Словакия, по-моему. Вот поэтому они, наверное, так за них топят. В августе 2024 года, последние детальные данные, объем составил около 710 тысяч тонн. В первом квартале 2025 года на 1 миллиард, ну, грубо говоря, 1,5 миллиарда евро закупили. Это в первом квартале 2025 только нефти и нефтепродуктов. Основные покупатели в июле 2025 года это Венгрия и Словакия через трубопровод «Дружба», Франция, Бельгия и Испания. Также ЕС ввел ценовой потолок на российскую нефть, снижен до 47,6 долларов за баррель в июле, и запреты на теневой флот судов. То есть они выкручивают, ну, хорошую цену у русских выбивают, ну, не понижают в цене, больше платить якобы не будем. Но покупаем. Да, ты прав. Я как раз об этом тоже и говорю. Сейчас не называют цифры, у меня тоже есть они. Даже в этом Венгрии, оказывается, нашли другие трубопроводы тайные, да? И они сейчас по этим тайным получают нефть из России. Понимаешь как? Так что здесь они разные... Невероятно, это просто в голове да, не и, собственно говоря, вот так вот и бьют украинцев, каждый день убивают, как убивали и нас. Нам-то вообще никто и не помогал тогда, чтобы мы отбивались. А здесь вот украинцы вот так остаются такой
ситуация, каждый день бьют, убивают, стреляют, ни один день нет свободы. Вот это происходит. Но я думаю, что вот сейчас эти западные страны понимают, они же вот сейчас делают, вот с Беларуси закрывают границы, и по другим местам Россия Польша. возмущается и все такое. Но вот то, что сейчас вот Америка вот заявила, то есть, что давайте до 5% поднимайте расходы бюджета по обороне, это они уже начали делать и делают, но, как мы понимаем, это мало по сравнению с тем, что делают эти страны, о которых мы говорили, этих диктаторских стран. Что будет, там посмотрим. Ну, по крайней мере, они сейчас активно, и Германия, и Франция, ну и другие вот эти вот восточные страны, Польша, на которые уже дроны падают. Вот это все как бы, значит, дает сигнал о том, что так сидеть нельзя. И они за это должны взяться. И Америка, видимо, тоже здесь понимает, если, допустим, этот Восток, диктаторский режим захватит Европу, то она останется в одиночестве, я так думаю. Поэтому здесь те вопросы, которые сейчас поднимают и в самой Америке, и там народ как себя ведет. Вот говорили, мы разговаривали, вот с Боровым разговаривали. Он говорит, что вы говорите, 80% населения Америки, мол, полностью поддерживают Трампа. Дай бог, чтобы поддерживали, дай бог, чтобы это пошло на пользу. Но как мы видим, эти люди надсмехаются над той позицией, которую занимает, скажем, Трамп. Нам так кажется, по крайней мере. Ну, может быть, им кажется это иначе, но если так не кажется, почему в результате этого так вот гибнут люди, почему этот вопрос не решается? Эти вопросы ставлю, скажем, не я только, это вопросы ставят все. Но в конечном итоге, куда это вот кривая выйдет, посмотрим. Здесь вот говорят, что здесь эти вопросы не надо поднимать, зачем это нужно, потому что, видимо, все, что происходит сейчас в России, это жестокое давление, прямо жестокое давление на население, они ничего не могут сказать. Ничего не могут населению сказать, ничего решить не могут. Почему это так? Потому что эти движения, которые там были против, скажем, власти, они все загнаны, как говорится, или в тюрьмы, или где-то убиты и выгнаны за пределы этой страны, и теперь они там что хотят делать. В самой России, я говорю, так? И действительно, как вот сейчас мы говорим, все эти ресурсы, которые у них есть, они продают, и я же говорил там, что оказывается 60% всех ресурсов, которые есть, через Балтийское море уходит. 60%. И этим странам, даже в том числе и Франция у них что-то закупает, те. А заменить, вот, допустим, чтобы заменить это, скажем, все, что поступает от России, Америка не в состоянии. Она тоже в этом вопросе не то, что не в состоянии, не организовалась, может быть, так? Может быть, не организовалась, может быть, они говорят, вот надо блокировать, покупайте нашу нефть, покупайте наше, скажем, газ, то, что там, и остальное, и давайте, мол, не давайте России, мол, убивать и побеждать в войне против Украины. Вот как стоит вопрос. Вот поэтому и стоит вопрос, что чуть ли не мировая проблема это уже стала. Она началась, эта проблема, с тех дней, когда они напали на Чеченскую республику Ичкерия 91 года. Столько вот 100 людей наших вот поубивали они, наших президентов, наших, скажем, лидеров, многих поубивали в основном. И что теперь мы видим? К чему это пришло? Оно стало, как говорится, из этой искры, гнетущей такой искры, эту искру надо было затушить там же. Нет, они дали по возможности и разрастись, вот настолько пламя разошло сейчас. Давай вопросы какие есть, Аслан? Смотри. Да, есть тут вопрос, но да, очень, конечно, все это. Здесь теракты проводятся, в Германии теракты проводят. Но Германия тут, правда, не чистится нигде, она первая, по-моему, отказалась, но все равно невероятно это.
Так, Эд, приветствую тебя. Салам, дорогой. Аят, как вы думаете, можно ли организовать стрим с Аллой Дудаевой и Аллой Борисовной, и вами, и Асланом? Как вы думаете, это возможно? Но это надо попробовать, посмотреть. Что-то здесь, что-то новое это, ну, посмотреть надо. Может быть, поговорим, посмотрим. Посмотрим. Да, а почему, как вы считаете, Аят, вот Алла Борисовна, Алла Пугачева сейчас об этом сказала? Столько лет прошло, потом вторая война была, много чего прошло, она все это время молчала, молчала, и сейчас она вот сказала. Как вы думаете, с чем это Ну, я связано? думаю, она сейчас решила заняться политикой. М, В пользу кого, посмотрим. мгм. Пока что вот так вот. Она этим самым вот говорит про политику. Хотя она плод этой политики бежала из России со своим мужем. Да. Посмотрим. Эти вопросы сейчас, конечно, эти все вопросы, это можно говорить, общаться, там видно будет. Ясно, куда вот это все может сейчас затекать, вот эта ситуация. Мгм. Поэтому они ничего там... Это просто информационная такая, скажем, закваска, которая нужна им, может быть. Что даст это? Ну, попробуем, попробуем. Это. Мгм. Так, Есть еще вопросы там? итак, сейчас тут только... Так, так, так. Так, Баркал говорит, друзья, задавайте вопросы. Я вижу. Спасибо, Эд, Я смотрю спасибо. здесь у себя. Умар. Умар здесь есть. Иса у меня есть. Если есть у вас вопросы, давайте задавайте. Тоже. Я имею в виду вот, в телеграм-канале тоже есть. Вот Юрий Филимонов говорит, как в Мгм. этом. Пожалуйста. Вы только вдвоем беседуете, больше никто вами не желает вести беседу. Видно, хорошие вы люди. Ну вот, вы тоже хороший, Юрий Филимонов. Третий вы хороший. Зашел ведь, написал ведь комментарий. Да, молодец, молодец. Мы свою точку зрения высказываем. Давайте вы тоже, Юрий Филимонов, говорите свою точку зрения, вопросы задавайте. Характеризовать будем после того, как победим. Вот так вот. А сейчас надо работать, надо по разным направлениям его рассказывать людям, что есть, как это все происходит, потому что здесь не поймешь, что здесь есть правда, что неправда. Столько вот мы видим, все это происходит. И в итоге вот получается, только люди гибнут, 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 все учатся воевать. Как сделать так, чтобы этого не было? Видимо, мне задумаюсь над тем, когда-то этот Чубайс сказал, что население мира, оно очень большое. Наш земной шар может где-то 2 миллиарда, максимум 3 миллиарда прокормить. А остальных всех надо убирать. Помните, наверное? Может, в этом направлении вот это все идет? Может быть, может быть. Кто его знает? Но, по крайней мере, как бы вписываются в в эту их идею, если она назвать такую идею. Мы видим, что происходит. Здесь, везде и всюду все начинают учиться, как воевать, как враждать, как убить друг друга. Ну, потому что несовершенно то, что мы сейчас вот делаем в мире, то, что сделали после Второй мировой войны, эта система
не работает в полной мере. Почему? Почему 5 стран мира управляют всем? Почему они могут наложить вето, я имею в виду в Совете Безопасности ООН? Почему одна из стран, которые даже уже 2 страны получается, они начинают вот такие вещи говорят, почему это так вот происходит? Что делать? Ведь эти вопросы у нас тоже стоят, а почему они эти вопросы не рассматривают и не решают? Или они не способны это решить? Вот в чем вопрос. На данный момент вот так вот происходит. А, Я вопрос тогда задам. Этот момент. Давай, я слушаю, да, давай. У меня есть вопросы. Говорит, Аят, у нас были убийства молодых политиков. Как вы думаете, возможен след фашистской Российской Федерации? У кого? В Америке, в США был вот убит Чарльз Кирк, и там ранее происходили преступления. Возможен ли российский след? Ну, теоретически да, но это надо расследовать и сказать, кто и что и откуда. Но, по крайней мере, ясно, кому это выгодно. Они сейчас вот взять с этим вопросом вот этой эпштейнской, скажем, ну, так сказать, линии, который уже давно умер, и вот они сейчас туда просто хотят затащить Трампа, закинуть туда, растоптать его, унизить или что-то такое, не знаю, что там происходит. И этот, может быть, и они там эту провокацию создают в информационном пространстве России и других стран, как я там читал, вообще идет полное обсуждение вот этого всего, и Трамп вот просто вот чуть ли не загнан в угол вот по этой проблеме, он его ничего не интересует, кроме этого, чтобы отбиться от этого. Вот так говорят эти вот люди. Но там посмотрим. Смотреть там или здесь, конечно, я понимаю это слова, но что происходит, то эти вопросы будут решать. Они взяли там, убили и украинскую девушку. Ты слышал? Да. В Америке. Ну, там Трамп выступил, сказал, что его надо, значит, наказать, чуть ли не расстрелять и вот такое. Тот, оказывается, психически неуравновешенный был, его выпустили, и он где-то там, почему они его выпустили, если он такой неуравновешенный, и здесь разные вопросы поднимают и считают, что вот это все, может быть, как-то оправдает их. Еще какие вопросы? И знаете, вот убийство вот этой девушки украинской, вот этим выпущенным человеком, напоминает, вот у нас в Гамбурге здесь произошел такой же случай, тоже психически нездоровая женщина, но она, правда, на всех бросалась. А этот, видимо, бросался только на белых, потому что все вокруг. Да. И вот это случилось. И то же самое произошло в Мюнхене у нас здесь. Какая-то вот эта ножевая атака. Да. Вот здесь вот, Аслан, я читаю, Амарбек Дидиков. Говорит, бездельничать не надоело вам. Амарбек, ты выйди сам где-нибудь что-нибудь скажи и не прячь свое лицо. Если ты чеченец, оно чего ля. А ты доцет ты чавил, до чего ля, и даст на нас амин, вот что терваться. Ночью дачу, ночью дудыр. Один валя, да, дейшбор, ты помтухом. Мой был проблем, юч ашду. حقوق شوية عمي شغال عميلو هو أقول شو هلا حدق ديك أمل مش بد عديش أمل أو ديك دول سعدير دوي أو غاسق شديد شون تعبي حتى عاش ولا تعقق أمل ما دي قلت شو Аят, вот сейчас ситуация разворачивается, какая-то эскалация происходит. И как вы считаете, дойдет ситуация до вот Третьей мировой войны, противостояния там с Россией, с Ираном и так далее? Ну вот все как бы в эту сторону направление, в этом направлении все это, значит, движется как будто бы так, потому что все вооружаются, все там готовят ракеты, дроны, и считают, что самое большое
достижений, если у них больше будет, значит, процент, скажем, бюджета в смысле на вооружение, вот они и все такое, о народном хозяйстве, о других делах меньше вопросов. Раньше думали, как провести больше товаров, создать какие-то продукты дешевые, что-то. А сейчас идет все на войну как бы. Да. Поэтому в этом пространстве мы как бы оказываемся. И это похоже на вот движение в сторону войны. Я так думаю. Часто могу встретить, что вот там в Израиле мобилизация объявляется, вооружение производится, Иран Да. готовится к войне, тоже сообщается постоянно. Ну Как да, вы считаете, конечно, они все готовятся к войне. может произойти война между Израилем, США и Ираном, например, и уже союзников, кто подключится, если эта Сейчас ты война... не разберешься с кем. Они с кем, вот, допустим, они могут быть сейчас в таком отношении, потом могут объединиться, потом разойтись. Это зависит будет от интересов и, скажем, той позиции, которая может быть им выгодна. Я так думаю. В этой ситуации, которая так складывается, вот так вот все это как-то вот происходит. Мгм. То есть ясно одно, что сейчас ситуация такая, что если Запад в этой ситуации допустит, скажем, какой-то промах, Мгм. да, и не оценит по реальной ситуацию, которая складывается, Мгм. независимо, кто во власти, там, или Трамп, или другой, или третий, если они в целом вот это все не смогут правильно оценить и дать отпор этому движению или этим, скажем, диктаторам, то в конечном итоге в каждой, скажем, стране, как они хотят, будут сидеть такие же диктаторы, как в России, Китае или даже в той же Чечении или, скажем, в других диктаторских режимах, которые есть. То есть мы к этому готовы идти или будем сидеть, пригнувшись, молчать и ничего не говорить? Вот мы с тобой сейчас здесь говорим, а кому-то не нравится вот это все. А почему не нравится? Наверное, не нравится, потому что они сторонники какой-то непонятной идеи, которую они выдвигают, им свободно, у них есть вопросы решены, может быть, материально, а может нет, может не понимают, здесь тоже вот такое может. Мгм. Спасибо, спасибо, Аяд. Аяд, я еще хотел вам задать вопрос. Есть такие Да, вот каналы, YouTube-каналы Лига свободных наций, Кавказ Фридом. Эти да, каналы представляют чеченцев частью России. И, ну, и на этом, на самих этих каналах у них в конце, где у них написано в разделе описание, там указано, что эти каналы зарегистрированы, находятся в России. Ну, таким образом, что вот это какие-то народы, борющиеся за свободу против оккупации. И вот здесь вот перечислено вот в эта Лига свободных наций. В Лигу входят представители башкирского, бурятского, ингерманландского, калмыцкого, макшанского, татарского, удмуртского, черкесского, чеченского, эрзянского, якутского национальных движений. И вот как вы считаете, Аят, имеют ли они право после стольких лет борьбы, после стольких правовых процедур, которые провел и наш народ, и при наблюдении международных сообществ, международных наблюдателей, вписывать нас сюда? И некоторые вот эти деятели, которые изображают из себя якобы свободную, независимую Ичкерию, ну, на самом деле они фактически признают себя частью России и сепаратистами, которые хотят выйти из какого-то целого российского государства, в которое они почему-то считают, что мы входим. И такой же есть вот этот канал Freedom Кавказ. Есть Freedom Украине, вот этот их постоянный вот этот канал, который Подоляк курирует. И у них тоже написано то же самое, что это международный канал, они, короче, борются, ну, на русском языке, и
ищут правду о происходящем на Кавказе, они тут пишут, и тоже зарегистрирован, ну, якобы, как бы, место локации его как будто Россия. Хотя могли бы написать, например, если это Кавказ Freedom, то хотя бы Украина написать. И так было бы честно, кто это. И здесь все вот Закаева и Дудаева, они нашего сюда, а, и вот Аллу Дудаеву они недавно сейчас постили у себя в разделе сообщества. Ну и в основном все такие, ну, про кавказская тема. И вот всячески всему миру они пытаются доказать, что мы часть России. Вот и на Кавказ Freedom, и на Лига свободных наций. Почему они так делают и не вредно ли это нам? Но сказать, что это не вредно, нельзя. Надо сказать, что вредно. Так? Вредно почему? Потому что вся их работа направлена на утверждение того, что сегодня эти территории являются по праву якобы по праву российскими, Российской Федерации России. Но давайте вернемся к тому, по какому праву была создана сегодняшняя Российская Федерация России. По какому праву? Я не говорю о развале Советского Союза. Советский Союз развалили. И я говорю о том, по какому праву после развала Советского Союза эти республики, которые были в составе Советского Союза, имевшие право на свою государственность, один момент, право на, значит, объединение с другим государством и право на создание конфедерации с другими государствами. Почему вот эти все три права у них были отняты, у этих всех республик, которые вот сейчас там на Западе есть некоторые представители разных народов, которых ты назвал, да? Мгм. И они, вот этот вопрос о том, что у них незаконно это отняли, что они должны были тогда им позволить после развала Советского Союза в рамках, скажем, международного права, как народы, которые имеют право, значит, принцип права народного самоопределения, им тогда не позволили создать свое государство. Именно кто не позволил? Я сейчас беру за территорию Российской Федерации России. Так? Так им не позволили, вот эти вот народы, которые там, им не позволили создать свое государство, или даже им не позволили решить вопрос в отношении того, какой путь они избирают. Вообще не позволили. И у них отняли это право, и Ельцин, этот коммунистический лидер, так скажем, и те другие лидеры, которые у них еще в Советском Союзе сидели, там коммунисты назначенные, эти диктаторы, да, местного уровня, они между собой подписали так называемый федеративный договор 31 марта 1992 года и создали эту Российскую Федерацию России. То есть таким образом, то, что спрашивают меня, они утверждают, что это законно. Вот что говорят эти люди, которые говорят, мы выйдем. Там какие-то собираются деятели, я слушал их, и говорят, вот мы считаем, что мы позволим вам выйти. Откуда вы позволите им выйти? Притом они еще нашу республику туда еще впихивают и считают, что мы тоже часть их. Наша страна оккупирована незаконно, а эти территории незаконно были, значит, вписаны, подписаны, им не дали даже право выбора. Наш народ сделал это, я уже говорил об этом и повторюсь, мы по праву создали свое государство, проведя общенациональный съезд, приняв декларацию, и при наблюдении более 30 представителей разных стран избрали власть 27 октября 1991 года. Но даже тогда, когда мы это сделали, никто нам ничего не сказал, ни власть СССР, будучи тогда, ни власть РСФСР. Напротив, они, будучи в составе еще, когда был Советский Союз, они приняли соответствующие законы, то есть признал это и СССР, и признал это, если сейчас не ошибаюсь, какое число, 26 мая 1991 года Верховный Совет РСФСР. Так вот, мы это сделали, чеченцы. Мы хотели, чтобы это сделали и другие, скажем, народы. Вот по кавказским народам мы ездили, с ними разговаривали.
но они были настолько зашорены, как коммунистические там лидеры, все такое, Советский Союз и все такое, не понимая это. Но потому что там сидели эти диктаторы, эти имперцы сидели там. Во всех этих республиках управляли русские имперцы или местные имперцы, которые были так или иначе на этой, как говорится, игле. И теперь эти здесь собираются и говорят, что вот надо, чтобы развалить эту Россию и выйти оттуда. Откуда вы хотите выйти, у меня вопрос. Куда вы не входили? Вы не были в составе, ваш народ не голосовал за этот федеративный договор. Вы должны статус-кво вернуться к этому вопросу и вам должны предоставить право на проведение голосования или референдума, чтобы вы определились, что вы хотите. У вас это отняли, каждый раз будут отнимать снова и снова. Наша территория оккупирована, она 5 раз, значит, столько было нападений, и сегодня там посадили они свою власть марионеточную. Так что вот этот вопрос, который ты поднимаешь сейчас, и вот эти либеральные деятели, которые здесь находятся на Западе, вот эти вопросы все здесь нам навязывают или промывают мозги, должны это знать. Если вы так говорите, тогда и, скажем, эти северные народы, скажем, и поволжские народы, дальневосточные народы, так это же надо понимать, это же надо знать, почему вы снова автоматически идете, скажем, в это болото и говорит, из этого болота мы должны выйти, Россия должна распасться. Она никогда не распадется. По какому праву вы говорите, что вы являетесь частью России? Вы берете на себя эту ответственность, что вы часть России. Кто? Ваши народы проголосовали и приняли решение, что вы часть России? Или когда вот они федеративный договор подписывали, это ваши народы провели такие решения и приняли? Нет? Почему вы этот вопрос не поднимаете? Вот я такой вопрос могу поставить. Все абсолютно верно, Аят. Спасибо, очень правильное замечание. И плюс еще, на каком основании нас они туда включают? Пусть сами, если Нас хотят. они включают, потому что здесь на Западе находятся разные деятели, которые не имеют никакого отношения к нашей государственности. Это самозванцы. И предатели. Потому что самозванцы, которые из себя изображают, что они являются властью нашего государства. Эти люди перестали быть нашими людьми и нести ответственность за народ с того момента, как они предали нашу государственность и наш народ, еще начиная, скажем, с 90, можно сказать, 5-го года, а может быть и раньше. А на Западе они эти решения принимали в 2001 году, 2002 году, эти самозванцы. Чтобы знали, я говорю. Принимая. Потом в 2002 году, в октябре-ноябре, в Копенгагене, из которого они говорили, что мы являемся частью России. Поэтому эти люди такие же, как и те, которые здесь вот вы не верьте им. Вы им верите, они в конце концов вот и чеченцы здесь, вот они говорят, вот и чеченцы здесь, вот представители Чеченской Республики здесь, они говорят, там, вот когда это, там выступание, никаких представителей Чеченской Республики там нет. Это однозначно. Представителям Чеченской Республики есть только те люди, которые имеют легитимную полномочия от той власти, которая избрана народом. А это обычные беженцы и себя пытаются мнить деятели нашего народа и государства. Вы внимательно посмотрите на все это, и тогда это поймете. Мы им говорим, часто и говорим, прекратите заниматься вот этой словоблудием, который к вам не имеет никакого отношения. То, что вы делаете, как раз на пользу этому имперскому Кремлю. Не делайте это. Вот что мы им говорим. И вы, вот, которые нас слушаете, и эти народы, которые вот там, значит, собрались на какой-то там съезд очередной, так называемый, никакое отношение к этому не имеет. Вы что? Это они, покажите основу, покажите, по какому праву это они сделали. Никакого права у них нету, они вот это вот здесь везде демонстрируют. И мы поэтому подозреваем, что они являются агентурой России.
потому что у них вольготно они себя чувствуют везде, ездят, собирают, вокруг одни там разные, значит, радио или видео или какие-то другие компании, которые их пропагандируют, а все, что они говорят, во вред чеченскому народу. Вот представьте себе, они говорят от имени, как это когда-то говорил их премьер Шахрай, надо их загнать в наш загон, и там от имени их говорить. Вот они загнаны их в загон, как это Шахрай говорил, вице-премьер был у Ельцина тогда. Вот они, эти люди, которых я вот рассказывал, Аслан, они загнаны их в загон, а значит, если они их в загоне, значит, они их подпитывают. Вот чем они занимаются. То есть это очень такое, знаете, имеет глубокие корни ситуация такая. Аслан? Спасибо, Аяд. Это очень важно, то, что вы сказали, потому что они, знаете, вот не в окно, так в дверь, как угодно лезут, вот заставляют там как угодно, просто вот рядом сфотографироваться, рядом взять интервью, и вот таким вот Да, образом они конечно, сбивают конечно. людей, Конечно. дезориентируют людей. Это Да, просто... да, да. Ладно, вот Эд задает вопрос. Аят, как вы думаете, Украина проигрывает фашистской Российской Федерации информационно, и это очень опасно. В Украине агентура фашистской Российской Федерации работает даже в открытую. Пример, многие СМИ в Украине радуются, что убили нашего молодого политика, вот Чарльза Кирка, которого убили. И на самом деле, Аят, это тоже очень большая проблема, потому что у меня тут одна гипотеза сформировалась по этому поводу, и если открыто высказываются вот эти вещи на товарища, Да. на соратника Трампа, причем Трамп сказал, что это национальный траур, припустить флаги и все такое, и тут Украина радуется. Ну какого, извините, черта они радуются, если это что, Путина что ли убили? Знаешь, Невероятно. Аслан, мы не можем никак говорить, что Украина радуется. Да. Украина никак не может радоваться. Радуются какие-нибудь там, СМИ. скажем, промосковские, проимперские силы или какие-то личности. Да, А совершенно они верно. присутствуют в каждой стране, в каждом государстве. Присутствуют их люди, которые, может быть, являются спящими агентами, которые Да, потом поднимают, давайте говорят. Потому что за эти многие, скажем, годы, века даже, Россия рассадила своих агентов. Они вот вылазят и вот это говорят. Я не думаю, что если бы это было так, то Украина не держалась бы давно, скажем, они захватили эту территорию. А мы видим, что Россия не может захватить эту территорию. Украинский народ героически бьется, и я уверен, Украина победит обязательно. дай бог. Эти агрессоры будут вышвырнуты с территории Украины. Я так думаю. Да, Поэтому мы дай с бог. тобой должны, когда мы говорим, я понимаю, что ты имеешь в виду, а когда мы какое-то слово скажем, они потом потом будут ярлыки на весь Украину. Нет, я знаю, что ты имеешь в виду о этих людях, о которых мы сейчас говорим. Да, А да, этих именно людей это я имею в хватает виду. там, да. Да, спасибо, Аят. Мгм. Абсолютно с вами согласен. Аят, как ты прав. Именно деоккупация независимой Ичкерии, а не желание суверенитета от Российской Федерации, пишет Иса Ахмадов о нашей предыдущей вот этой теме обсуждения. Да. Так, друзья, задавайте вопросы, пишите комментарии. Стрим у нас идет в TikTok-канале, на канале Аслан Арцу и на YouTube-канале Reality, где сейчас вы видите и слышите Аяда, и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram-канале. Вы можете непосредственно сами принять участие в нашей сегодняшней передаче, зайти, поднять руку в том же Телеграме. И можете принять участие, друзья. Задавайте вопросы. Пожалуйста, давайте вопросы. Если
есть вопросы, мы будем отвечать на вопросы. Будем, как говорится, беседу, диалог, с которого мы будем получать пользу и показывать остальным людям, что это такое и как. Потому что информация идет закрытая. Нет, вся информация, которая есть, она дается в извращенном положении, и что люди не понимают. Посмотрите, как это происходит. Кругом это происходит. То есть люди, определенные люди сидят там. Я убежден, что вот все же демократическое устройство государств, после того, как она будет несколько подрихтована, я так думаю, я имею в виду некоторые моменты, да, в принципе, оно как раз-таки и есть, что выражает волю этих народов. А если вот, допустим, эти люди, которые мы сейчас говорили, не способны этого просто решить, а просто разговаривать и сидят где-то там, вот мы там, это кто-то, никто не придет. Мы им говорим, вот, к примеру, мы им говорим, этим людям, допустим, я там говорю, что смотрите, вот эти люди, те или иные, смотрите, будьте внимательны, осторожны, не поддавайтесь на всякий провокат. Если кто-то что-то говорит, проверяйте. Проверяйте то, что говорим мы, или то, что говорю я, или Аслан. Проверяйте, насколько это обосновано или нет. Проверяйте тех, которые с вами общаются на этих международных форумах, кто они такие, какую они пропаганду ведут. Вот только тогда мы найдем ту тропинку, по которой нам нужно двигаться дальше. Аслан? Совершенно верно, Аят. Эд задает вопрос. Аят, мне кажется, Украина повторяет те же ошибки, которые допустила Ичкерия. Информационная война даже большее влияние на умы миллионов людей. Как вы думаете? Я абсолютно согласен с этим. Но разница была в том, дорогой Эд, что в то время не было вот такого развитого информационного, скажем, тренда. Мы не могли, не было ни интернета, ни это. Были только какие-то вот телефоны, по которым мы могли звонить. Я помню, у меня был такой этот телефон, переносной чемоданчик, и я там мог в день там 5 или 6 мест позвонить, сообщить информацию. Ну, где-то там недалеко, в соседних европейских странах или другие. То есть информация шла, а сейчас информация идет кругом, и сейчас есть возможность. Беда лишь только в том, что при этом и наши враги тоже пользуются этой информацией против нас, так? Конечно. И поэтому здесь нужно эту ситуацию проверять, как она и есть. Да, ошибки совершались тогда, и эти ошибки совершаются и большими государствами, европейскими, американскими и другими народами некоторыми. Они не верят в то, что мы можем что-то сделать или что сами можем сделать. Они не верят в то, что руководители этих государств, которые есть сейчас в мире, да, что они что-то сделают. И поэтому они сейчас тихо сидят. Я вот по своему примеру наших говорю, которые говорят, у нас здесь вначале говорили 100 тысяч, потом 300, уже кто-то уже сказал 700 тысяч чеченцев на Западе. Ну, не знаю, но, по крайней мере, большинство из них, многие общаются, звонят, я разговариваю с многими, но они в свое время так вот хотят прощупать ситуацию, а сами никак не хотят вылезти или сказать что-нибудь не хотят. То есть какой-то должен быть перелом. Вот когда будет какой-то перелом, потом массово появятся эти люди, которые захотят вот здесь выходить и с нами разговаривать, и с другими разговаривать. Должен быть перелом. А это решение, это перелом должен создать кто? Этот перелом должен создать западный мир, демократический. Никто иной. Другие все забиты. Мы же видим это. Другие забиты. Давайте выходите, давайте действуйте, поднимайте и в Европе, и в других местах. Поднимайте, чтобы право личности его там не лишали, и чтобы здесь ситуация как бы, значит, была взята под контроль.
Вот сейчас у нас здесь во Франции вот идут большие там дебаты, то все на принципах вот этой демократии здесь решается. Есть вещи, которые мы, допустим, французы не приемлют, но и мы не приемлем что-то, да. Но в целом-то вот решается вопрос, именно народ, то решение, которое принял, это происходит. И это идет очень тяжело, но в то же время это в какой-то степени дает удовлетворение это массам, этим народам, этим людям, которые сами выбирают, потому что они считают, что это мы сделали. А когда во главе сидят такие вот деятели, как Путин, по 25-30 лет или в других местах еще больше, то это, извините меня, что это такое? Это говорит о несостоятельности нас, самих людей. Это говорит о невозможности, о нашем раболепии. Вот что это такое. Слава. Спасибо, Аят. Аят, что бы вы посоветовали Украине, чтобы не допускать тех ошибок? Что им надо сделать, чтобы предотвратить гипноз народа? Спрашивает это. Здесь в первую очередь, конечно, надо взять под контроль вот это все, что происходит, так? Я имею в виду в информационном плане. Надо здесь какие-то должны быть, здесь бывает, говорят, цензуры не может быть, но должна быть самоцензура. Смотреть надо, куда, что это люди, как и куда. Сейчас одна может быть идея. Идея – это изгнать противника, да? Изгнать агрессора. Ну а как это сделать? Многие, допустим, не понимая, не решают эту проблему. Но много людей, это зависит много от власти и самих людей в этой стране. От власти многое зависит в Украине. Мы понимаем это все. Как можно это сделать, мы не знаем, как в Украине, потому что украинцы сами это должны решать. Они бьются, это видно, они очень на правильном направлении держатся. И ты видишь, как это все происходит. Вот сколько уже, 3 года, 22-го года, представь себе, уже Да. 3 с лишним лет они бьются, бьются. Вторая мировая война столько не шла, может быть, так? Они и к этому могут подвести. Что будет? Вот украинский народ показывает, его вооруженные силы показывают, что они не готовы сегодня, значит, прогнуться под Россию, не то, что сегодня, никогда. Никогда не готовы. И что этого не будет, они показывают. Вот и все. Вот в таком направлении надо действовать. Нужно побольше, мне кажется, давать свободу действий тем силам, тем информационным агентствам, которые говорят правду и которые говорят ту правду, которая необходима для победы сейчас. Мне так кажется. Аиса, я не понял твоего вопроса, но я его зачитаю просто, может, Аят поймет, о чем речь. В Ютубе показывают, как Толстой в Госдуме России обвинил Путина в воровстве полутора триллиона долларов. Защитил 180 тонн золота Колчака. То это на самом деле. Ну, я тоже слышал это, да? Это может быть какая-то игра там. Они демонстрируют, что там, вот он там, то все. Этот Толстой все время был на стороне, он был ярый имперец, сегодня он вдруг так вот просветлел, я не знаю, что там. Ну, посмотрим, не знаю. Они говорят, что у них там происходит, ничего не видно. То есть они могут его выдвигать потом в какие-то лидеры или что-нибудь, этого Толстого. Мне непонятно это все. По крайней мере, эти разные ходы со стороны империи и этих деятелей, которые сидят во власти, можно ожидать. Аят, дайте, пожалуйста, возможность Алле Борисовне публично извиниться перед Аллой Дудаевой. Алла Борисовна за 2 дня набрала 10 миллионов просмотров. Я думаю, это больше. Вот, только в ТикТоке маленький кусочек у меня 200 тысяч набрал. Там 30 тысяч, 40 тысяч. А везде много, около 300 тысяч. Только вот маленький фрагмент у меня. Он очень много разошелся. Что вы скажете о этом?
Ну, что Можете дать? сказать, я уже говорил об этом, мы поговорим, узнаем. Я поговорю с Аллой. Хорошо. Мгм. Ну, и вот сейчас я хотел немножко затронуть нашу Ичкерию, наш вопрос, то, что у нас дома происходит. Вроде бы Рамзан Кадыров вроде бы пошел на поправку по внешнему его состоянию, казалось. Но сейчас начали опять вбросы какие-то появляться, что ему еще хуже стало. И он уже несколько дней не появляется нигде на экранах, и поэтому начали вбросы. Как вы считаете, реально плохо или его хотят снова вывести на экран, чтобы увидеть, где он, что он и так далее? Ну, что мы можем сказать? Я ничего не могу об этом сказать, потому что это же надо, это врачи должны сказать, а врачи не скажут. Может быть, да, видно, что там что-то происходит, но мы пока там влиять на это никак не можем. Это они будут, Москва и Кремль, они будут решать, и он сам будет решать это дело. Но ясно одно, что этот Крым убил его отца, это точно, по причине того, что отец попал в лапы этих имперцев, а потом только осознал, что он к ним попал, и они его убили, потому что он начал требовать от них то-то, то-то, то-то. Мне так кажется. Может быть, здесь есть какая-то игра, так Мгм. что сейчас мы точно не можем сказать. Это уже вопрос второй. Там заменить его всегда найдут человека. Вопрос не в нем. Вопрос в том, что эту территорию под своим жестким контролем держит Кремль. Вот в чем вопрос. И то же самое происходит и на других территориях. Нет такой жесткости в отношении, как я понимаю. Мгм. Ну, это никак не повлияет на ситуацию. Как вы считаете, если, Нет, нет, например, нет, из-за нет, нет. Нет, не ничего не повлияет, ничего не будет. Там будут править этот сиделец, какой бы он там ни был. Мгм. Там будут указывать, что делать, и все вливания, все стройки, все, что есть, что говорить надо. Это все из центра же идет, а не просто так. Да-да. Это в каждой, скажем, диктаторской стране такая же система. Что Мгм. им выгодно, они и делают. Вот так и все. А для чего они, мгм. Как вы считаете, для чего они, сейчас дополнительно строят какое-то супер медресе, самое большое в России, там всех обучать будут, и вот такую мечети понастроили. И для чего Россия, которая не заботится ни о нас, ни о нашей культуре, ни о наших традициях, о религии, почему она такой упор делает на именно, построение стольких вот этих отделов ФСБ, я их называю, куда они сажают своих ФСБшников в виде мул разных и так далее. Для чего они это делают? Для чего их планы нам конкретно в деталях неизвестны, но их общий план известен. Им нужно, чтобы ассимилировать наш народ или уничтожить его, выслав, скажем, туда дальше, вдоль до восточных территорий, вплоть до Дальнего Востока. Эти планы у них были, мы видели эти документы, мы знаем, что они есть. А все, что там строят, это, ну, строят так строят. И куда-то надо вкладываться, и показывать надо. Вот видите, она вот так вошла. А людей они могут потом всех ассимилировать, и все. А если где-то вот есть разные провокационные деятели здесь и на Западе, мы пойдем там, заберем, завоюем, говорят, так? Это как раз будет на пользу этим, скажем, сидельцам Кремля, которые сказать, вот напали на это, на страну нашу и все такое.
там столкнутся наши люди, они забросают там всех бомбами, чем угодно. У них теперь оружие есть получше. Так, извините. И потом остаток населения они планировали тогда всех выселить. Еще даже перед 1994 годом у них был целый план, что выслать всех чеченцев, выслать уже по территориям, куда, сколько направлений, так? И заселить русскоязычных. Уже даже в 1994 году, перед началом вот этой войны, вот эти, уже эти планы у них были. Об этом плане я вот, значит, сидел на телевидении, рассказывал первый президент Жагар Дудаев. Я эти планы лично видел тоже и знаю об этом. Эти планы у них не менялись. Они есть и сейчас. Потому что на Северном Кавказе они считают, что чеченский народ это самый неуступчивый и вредный род для их империи. Остальных, мол, они могут ассимилировать. Так ли это или нет, там будет видно. На самом деле это не может быть так, но в то же время, по крайней мере, они вот так одного вот вытащить будут, так вот, допустим, нас, потом других, вот так эти территории освобождать и хотят там закрепиться плотно. Вот и все, насколько я понимаю. Спасибо, Аят. Так, друзья, задавайте вопросы, если у вас имеются. Давайте, обсуждайте. Вот здесь говорят, Габасов и Мурзагулов, наши из Башкортостана, тоже уехали, вот говорят. Ну да, они уехали, они находятся здесь. Но насколько эффективна их работа, насколько я понимаю, вот Мурзагулов, он грамотный, толковые вещи говорит, да, Габасов тоже. Но есть и то, что они слишком доверчивы. Вот это видно по ним тоже, по некоторым из них. Не только их, но и других. Это, наверное, башкирские и татарские, да, активисты? Башкирские. Ага. Вот спрашивают, можно неудобные вопросы? Это спрашивают. Можно, пожалуйста. Неудобно да. В каком смысле? Лишь бы ты семейный вопрос не задавал, остальные любят задавать. Не, он уже давно это задавал. Перелистай, единственное, там уже. И вот эти люди, которые вот сюда приезжают, здесь так много симулякров приезжает, что ты, разобраться бы, кто есть кто. В каждом народе, конечно, сами люди понимают, кто есть кто. Но надо смотреть, кем они были в этой власти. Эта же власть не сегодня начала Украину убивать. Это так, все начинают рассказывать, что вот война началась 22 года. Потом самые такие немножко думающие там начинают говорить, с 14-го началась. Потом еще чуть более думающие говорят, нет, с 8-го года началась. А самые-самые думающие забывают Ичкерию, две кровопролитнейшие войны, не меньше крови. Да, это правильно говоришь. Забывать две вот эти войны. Говорят, да. И перескакивать на Молдову, на Приднестровье, которое было в 90. Да. Вот какой-то провал. Да, ты правильно говоришь, очень даже правильно. Они всегда вот эти вот, даже вот эти, которые приехали здесь, так общими фразами, и деятели даже из Украины, вот эти некоторые блогеры, и вот они начинают говорить, вот, начиная 2008 года с Грузии, я много раз вот эти вот, вроде бы они украинцы, за украинцу, это все, а эту вещь говорят, так что же вы такие тогда, если вы, оказывается, чеченская кровь, это водится для вас, мы это видим, слышим. Поэтому здесь вот эти люди, их надо, как говорится, взять под прицел. В смысле, чтобы знать, чем они вот могут еще нам навредить. Вот такие вещи, когда говорят они.
Да, совершенно верно. Маршал Хой, гражданин Ичкерии, Машваоль, Александр Чавига, Машволь. Друзья, добрый вечер, Владимир. Вот у нас ТикТок, тоже нас люди смотрят. Очень, конечно, интересно все это поворачивать. Знаете, я считаю, что это такой является маркер отношения к чеченской теме, к геноциду чеченского народа. Это маркер, да, многие принимали в этом участие, многие. Но когда началась война в Украине, украинцы тоже поддерживали Россию в этом, даже военные принимали участие. Но когда началась война, украинцы извинялись, потому что они искренне поняли и осознали. И когда я вижу, что россиянин, который поддерживает Украину там и так далее, но не извиняется за Ичкерию, украинцу, в принципе, он просто был обманут пропагандой, и морально он просто виноват перед нами. А россиянин платили налоги, голосовали, там, ну, что помогали и так далее, сами воевали. И россияне, когда не извиняются и пропускают вот эту чеченскую тему, геноцид чеченского народа, тогда сразу становится понятно, что, кто и что передо мной стоит. Они тем самым нам показывают, да, что вот, мол, это у них религиозная вот эта исламофобия. Если чеченцы исповедуют, верующие исповедуют ислам, то они, если бы это были христиане, по-другому. То есть это люди, которые это говорят, показывают, что они националисты, они показывают это. А украинцам, я думаю, надо понимать, что если они это делают в отношении нас, то в отношении вас они потом будут тоже делать. Этим людям нельзя верить. Их Конечно, можно использовать, но для своей цели, но верить им нельзя. У меня абсолютно. такое мнение, понимаешь? Да, вот здесь гражданин Ичкерии пишет, они считают, что нас убивали правильно. Да, они считают, что реально, что вот мы заслуживали, мы другого языка не понимаем, что нас нужно убивать. А украинцы, между прочим, братья, вообще-то, они их так называли. Братья, До сих пор братья. Путин Да, называет их братьями. по-братски такой, по-братски нож в спину. Причем Да. такое вероломство, уровень цинизма, лицемерия просто невообразим, гигантских масштабов. Вот здесь один пишет, Аслан, я вот заметил, что он там написал. Ваши лучшие друзья станут вашими худшими врагами и останутся лишь те, с кем связывала вас вера. Вот только вопрос в том, что вера – это то, во что ты веришь сам. А возьми вот эти все арабские страны, вот возьми, например, ему отвечаю. Ни одна из этих стран нас мусульманских не признала. Хотя я, допустим, к примеру, встречался с президентом Организации исламских государств и говорил про нашу проблему. Так он отвернулся и сказал, нам для этого мы не можем вашими проблемами заняться, у нас своих проблем хватает. То есть на основании веры, что если ты будешь говорить, даже в самой вере есть лицемерие. Ты же знаешь, ты веришь в Всевышнего, это свобода вероисповедания, но это не значит, что религии, которые они привязаны, что они могут быть твоими друзьями. Нет, мы это уже проходили. Так что не надо эти вещи нам сувать здесь. Мы верующие, но не такие, чтобы нас могли. Посмотрите, сколько наших людей умерло, убито. Посмотрите, сегодня Иран дружит с кем? Сегодня другие арабские страны дружат с кем? С теми, кто убивает нас, убивал нас и государство. Не надо вот эту лапшу вешать нам. Мы должны сами знать, что мы должны делать, и верить в Всевышнего, но не верить тем продохам, которые нас хотят сбить с толку. Мы должны сохранить свой народ, мы должны сохранить свою культуру, язык, традиции, развиваться в рамках современного международного права и мирно жить с соседними странами и народами. Вот в чем наша задача, а не в том, что ты говоришь мне, там оттуда сядут, нам пришлют какую-нибудь там, скажем,
фетву или какое-нибудь решение другое, и ты будешь за это там умирать, что ли? Нет, ты не должен это делать, мы не должны это делать, мы должны четко и ясно понимать, те, кто нас под любым лозунгом говорят, что они такие не помогают, с ними верить мы не можем. Вот так вот ситуация такая. Было сегодня, по-моему, или вчера смотрел одного там американского эксперта, и он рассказывал историю про то, как была вот эта шестидневная война, по-моему, шестидневная, между Израилем и несколькими арабскими странами. И Израиль, когда победил, вот это, или первая, или вторая война судного дня, как-то она у них называется, и министра обороны, по-моему, или начальник генерального штаба, кого-то там, главного израильского политика, там, военного, спросили. Журналист бегал за ним и пытался его вопросом: почему, как вам удалось победить, как вам удалось победить? И тот развернулся уже, не отвечал, говорит, уходил. Тот журналист не отставал, бежал за ним, и он развернулся и сказал: потому что это были арабы, и что они не могут между собой договориться. Поэтому Да-да. разобщенные они. А нас, арабы, вообще не считают даже мусульманами вообще-то. Они, у них свое какое-то внутри разборки, а мы так, какие-то, как будто мы напрашиваемся к ним или же инструмент для использования. Вот так они там. Ну, вопрос Смотрят, религиозный, он достаточно сложный, так? конечно. Но ясно одно. Если он он говорит, что он мусульманин или мусульманская страна, и если нас вот убивает, еще вот это Хамас, который, когда нас убивали, мы обращались, они пришли к Путину и Ельцину и говорили: чеченцы – это внутреннее дело России. Вы должны быть у них рабами, они говорили нам. И что, мы должны с этим соглашаться, что ли? Нет. Мы должны рассуждать. Всевышний нам дал разум, и мы должны им пользоваться, смотреть не обязательно, что здесь происходит. Да. Ну, такое дело. Есть вопрос еще, Аслан? Нету? Ну, нет, вопросов нет. Комментарий есть от ИСы, лакмусовая бумажка, говорит, точно, но это предыдущее, то, что обсуждали тему, это когда началась войны России за все постсоветское пространство. И вопросительный знак. Это, ну, как бы, может, комментарий, ну, или вопрос. Ну, он должен там поставить восклицательный знак или вопрос. Не поставил? Здесь вопрос такой, вопрос уважаемому Идигову. Есть ли в вашем правительстве свои спецслужбы, дабы не проникали агенты к вам? Проверяли ли вы Аслана, то есть, наверное, меня, который ранее был в команде Закаева и до этого был юристом в России? А я до слова скажу, я никогда не был в команде Закаева, я его поддерживал, но никогда они меня в команду свою не включали и не подпускали. И я, слава богу, потому что я должен был, видимо, вербовку пройти, после этого они меня включили в команду, и они пытались меня вербовать, об этом я всем рассказал. Ответьте, пожалуйста, если хотите, на этот вопрос. Ну, зачем такой глупый вопрос задавать? Потому что Аслан стоит на тех позициях, которые мы защищаем свой народ и стараемся решить этот вопрос. Он открыто высказал о том, что его пытались, вот эта команда самозванцев завербовать и сказать: давай служить на российскую агентуру. Да. Он это прямо сказал. А тот, кто здесь сидит, мне там прячется и говорит, свои ошибки не признает, он признал свои ошибки и действует сейчас в том направлении, которое, допустим, самое важное для нас. И поэтому мы не можем ничего такого сказать. У нас есть спецслужбы, мы чувствуем сами, кто есть кто. Есть у нас и спецслужбы, и все остальное, и будет, да, аль-Мауля, все будет. Но сейчас мы говорим только о том, что каждый там пытается кого-то. Если у вас есть какие-то доказательства другие, выложите вы. Чего же здесь воду мутите?
выложите доказательства, какое у вас есть. А у вас их нету. Вы только вопросики задает и пропаганду, значит, пытается провести, раздрать сделать. Это не Да, получится у вас. да. Все мой Там вопрос. агент российский задает. Конечно. Палец о палец не ударит и сидит анонимно, пытается. Ну ладно. А, Есть ли еще, друзья, вопросы? Задавайте вопросы, если есть. Да. Если нет, то я предлагаю уже, мы 1,5 часа в эфире, в принципе, можно и заканчивать. Хорошо, давай-то закончим тогда, если нет Спасибо вопросов. вам, Ая. Спасибо вам. Всем Спасибо спасибо всем. всем, кто участвовал. Мы будем рассказывать, говорить то, что считаем правильным, и на основании того, что сделал наш народ. Решение нашего народа было принято на этой платформе, на Конституции, опираясь на современное международное право, мы должны действовать. Других ходов нет пока. Других нет. Мгм. Ну все тогда, на этом Спасибо, Аят. Баркалдейрей Схоль. Всего адекватно. самого хорошего, друзья. Адикюэль, Машуэль. До свидания. Адикюэль. Адекватно.